жизни. Так, в 2014 году она составляла 70,9 лет, а в этом году, по данным на август, 73,6. Ну и Всемирная организация здравоохранения подтверждает эти цифры и эти темпы. Это, конечно, результат напряженных усилий, продуктивной работы врачей, медицинских организаций, ученых, команд талантливых, которые трудятся во многих регионах. Они внесли большой, огромный вклад в развитие высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, в решение сложнейших задач в области охраны материнства, детства. И хотел бы еще раз подчеркнуть, все наши достижения – это подтверждение того, что мы способны и вместе с тем обязаны сделать больше. Тем более должны учитывать высокий, постоянно растущий запрос общества. Вообще-то всем понятно, что мы все с вами, я сейчас говорю не про сферу здравоохранения, а вообще про любую сферу, мы оцениваем результаты сегодняшнего дня не потому, как плохо было вчера, а потому, каковы требования на сегодняшний день, и потому, что мы должны и хотели бы получить завтра. И то, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это на самом деле справедливо. Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену. Хотел бы еще раз повторить, для всех нас это требование значит необходимость серьезно усилить работу по обозначенному направлению. Вы знаете, что начиная с августа мы провели целый цикл совещаний на эту тему, обсуждали проблемы, которые для людей имеют первостепенное значение. Это низкая доступность учреждений первичного звена, ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие здания, как известно, где они расположены, построены еще в середине прошлого века, не ремонтировались долгие годы. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров. По итогам совещаний и в соответствии с поручениями, которые были даны правительству, были утверждены принципы модернизации первичного звена. На их основе субъекты Федерации должны до 10 января следующего года разработать свои региональные программы и до 1 июля их принять. И вы, уважаемые коллеги, знаете, как обстоят дела в ваших регионах. Первичное звено – это зона, прежде всего, ответственности региональных властей. И у вас есть, безусловно, свой взгляд на решение накопившихся проблем. Хотел бы, чтобы наш разговор сегодня был предметным и абсолютно откровенным. Первичное звено, по сути своей, самое близкое к людям, крайне важное для них. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы. И в случаях, когда мало что меняется к лучшему, это становится особенно очевидным. И когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию. К примеру, поликлиника, где принимают терапевты недалеко от места проживания, а все так называемые узкие специалисты, диагностическое оборудование нередко сосредоточены или в другом конце города, или вообще где-нибудь в соседнем районе. Такая логистика, скорее всего, дает экономию средств, но не учитывает запросы и интересы людей, не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг. Да, конечно, в этой ситуации кто-то подождет, кто-то терпимость определенную проявит, в очереди постоит, а кто-то просто рукой махнет и отложит на потом. А в результате все может закончиться тяжелым заболеванием и осложнениями тяжелыми. Очень многое зависит от опыта, знаний, квалификации врачей, занятых в первичном звене, от их внимания к пациенту. Однако зачастую за одну смену нужно принять, как известно, врачи это знают, как лучше, чем кто-либо другой, до 30 человек, да еще и заполнить ворох бумаг. Мы вот сегодня
с коллегами тоже эта тема в ходе беседы упоминалась. Доктора, средний медперсонал – это люди, на которых лежит огромная ответственность за здоровье каждого человека, а значит, всего нашего народа. И создание условий для достойного исполнения их врачебного долга – это, безусловно, наша общая важнейшая задача. В том числе нужно, наконец, разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда. Сейчас не буду вдаваться в детали, я думаю, что вы сами об этом скажете в ходе нашей сегодняшней дискуссии, но некоторые вещи, слушайте, просто вызывают удивление. Допустим, вот санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу. Начали их переводить в уборщицы. Зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата. На экономии. На чем экономим-то? Для финансирования мер по модернизации первичного звена на 3 года, начиная с 2020-го, предусмотрено 150 миллиардов рублей дополнительных средств. По 50 миллиардов в год. Добавлю, что эта сумма оценивается пока как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года. Считаю, что после проведения экспертизы региональных программ объем ассигнования может быть и скорректирован. Правительство предложило свои подходы к распределению средств по регионам. Тема непростая и касается межбюджетных трансфертов и требует нашего совместного с вами обсуждения. Я, безусловно, коллеги, готов выслушать ваши предложения. Главное здесь добиться отдачи конкретных видимых результатов от использования выделяемых ассигнований. В нашей повестке много вопросов. Вы их предметно просматривали на круглых столах, имели возможность для широкого обмена мнениями. Сейчас крайне важно выйти на согласованные решения. Первичное звено – это основа, фундамент всей системы здравоохранения. Да и само слово «первичное» означает, что это в первую очередь, означает первенство, приоритет, а не место на периферии отечественного здравоохранения. И чтобы вывести первичное звено на такой высокий требуемый уровень, необходимо слаженно, эффективно действовать, причем всем органам власти, всех уровней. Еще раз повторю, основная работа должна идти в субъектах Российской Федерации. Я прошу правительство, Министерство здравоохранения, другие ведомства оказывать всестороннее содействие, помощь и поддержку регионам. Давайте начнем работу. Слово Станиславу Сергеевичу Воскресенскому. Пожалуйста, Станислав Сергеевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы сегодня обсуждаем чувствительную тему для наших граждан – здравоохранение. Уровень здравоохранения – важный фактор качества жизни людей, в широком смысле здоровья народа. Потому как организована нами работа на местах в сфере здравоохранения, люди зачастую судят об эффективности власти в целом на этом направлении работы. Владимир Владимирович, спасибо вам, что вы держите постоянно на контроле вопросы здравоохранения. И мы, конечно, при обсуждении в формате рабочих групп действовали и двигались в фарватере принятых вами решений. Благодарю всех коллег, принявших участие активно в подготовке сегодняшнего президиума. Особые слова благодарности социальному блоку правительства, министру Веронике Игоревне Скворцовой, вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой. В правительстве слышат проблемы регионов, и мы вместе стараемся их решать. Продолжайте. Владимир Владимирович, сформировано предложение. Я хотел бы остановиться на 2 крупных направлениях магистральных. Это первичка.